Председатель бизнес-ассоциации Джия Джодаро Мошев рассказал нам, что до этого ряд высокопоставленных чиновников, в частности премьер-министры и президенты, ранее проводили встречи с бизнесменами. Но озвученные там вопросы обсуждались лишь на этих встречах, а результатов никаких не было. Но сейчас, после подписания указа президента, появилось некое доверие бизнес-сообщества к властям. Все государственные органы, которые работают с предпринимателями, должны ощутить это на себе, потому что до этого было много случаев, когда прежние руководители стран хотели создать благоприятные условия для введения предпринимательской деятельности. Но все эти указы, приказы не работали, и вовсе даже наоборот. Действия властей ставили под сомнение принцип верховенства закона, препятствовали восстановлению экономики и вызывали озабоченность инвесторов. Надеемся, что теперь этот указ президента будет работать в полную силу, так как предприняты первые шаги. Согласно подписанному указу президента, отныне ни один государственный орган не имеет права вмешиваться в бизнес. То есть в течение года вводится временный мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Правоохранительные органы не будут возбуждать и расследовать уголовные дела по экономическим преступлениям, которые подлежат разрешению в гражданско-административном порядке и рассмотрению в судах по гражданским и экономическим делам. Я думаю, что ранее тогда еще премьер-министр Садыр Джапаров на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям сказал, что если не будет поддержки инвесторов, искоренения коррупции, а в страну не будут приезжать туристы, то развития государства не будет. Кроме этого, как всем известно, в последние месяцы были такие случаи, когда со стороны контролирующих правоохранительных органов оказывалось давление. Это не есть хорошо. Такого не должно быть в идеале. Ранее бизнес-омбудсмен Робин Ортсмит сообщал, что в последнее время увеличилось количество жалоб, поступающих от предпринимателей на деятельность государственных органов страны. В этой связи он подчеркнул особую важность указа главы государства о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, который был принят одним из первых и демонстрирует решительную политическую волю руководства страны в деле поддержки предпринимательства и инвесторов. В первую очередь, данный указ является сигналом на наличие политической воли по защите и поддержке предпринимателей, субъектов бизнеса, что очень важно. Тем не менее, как и любой другой указ, он требует непосредственно воплощения, и важным будет именно момент воплощения. Хочется отметить, что вопросы и меры, которые касаются направления декриминализации экономических преступлений, особенно важны, и в том числе меры, которые направлены на снижение давления правоохранительных органов. Отныне никто не сможет запрашивать у банков информацию о счетах кыргызстанских предпринимателей и об их денежных переводах. Президент поручил привлекать к ответственности, вплоть до увольнения и привлечения к уголовной ответственности чиновников, которые будут проводить незаконные проверки предпринимателей и инвесторов, а также тех, кто замешан в коррупционных и экономических преступлениях. Между тем, глава Ассоциации иностранных инвесторов Кайрат Итибаев уверен, что указ президента – одна из вынужденных мер в сегодняшней ситуации. Также он утверждает, что пока власти не сделают реформу в системе, такие указы будут половинчатыми, то есть сырыми. Надо реформу делать в системе. Первое. Борьба не против коррупционеров, а борьба против системы должна быть. Мы должны ликвидировать условия, создающие коррупцию. Второе. Кто это будет осуществлять? Кадры. Кадры и кадры. Надо командами, без страха, без сомнения. Вот Садыр Джапаров себе взял лидерство, он должен сказать: я вам политическую гарантию обеспечу, неприкосновенность. Переходите, делайте реформу до конца. Теперь государство переходит с карательного подхода на созидательный в отношении бизнеса. Посредством этого станут реализовываться совместные меры по поддержанию предпринимательства, экономики, антикризисные меры по стабилизации экономической ситуации и передовые экономические реформы, которые могут вывести страну в лидеры экономик стран региона, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.